Ишти чечеклер алемынеде далдах не батат алемы рубрикамызны сейреттік. Енді біз Тимурден ян-яна отырамыз ве біздің студиямызда енді мұсафірлер бұлынмақта. Вем, әлбетте, оларны сізге тезден тариф етмеге істейміз, ве, әлбетте, оларны сізге тақдим етеміз, ве, әлбетте, гүзел субъектлерге даламыз. Демек, біздің студияда Рафиль Асылгужин гражданлық тешебеслеріні Угренюв мерkezінің баш илми хадимы, ве, Кропотова Наталья Владимировна, одан енді Угренюв мерkezінің хадимы, ве, әлбетте, гражданлық тешебеслер ақында сөз версетережек. Селям алейкум, доброе утро. Доброе утро. Как ваше настроение с утра? Отлично. Как начался ваш день? Хорошо, но у нас разница в часовых поясов есть, 2 часа, но несмотря на это, замечательно. Да, хотим, наверное, скажем нашим телезрителям, что у нас гость сегодня с Уфы, правильно? Как вы долетели до нас, расскажите. На перекладных, с пересадками, потом на машине. Не просто сейчас добираться до Республики Крым, но тем не менее у нас важная задача стоит перед нами. Нам необходимо наше сотрудничество укреплять, продолжать с нашими коллегами из аналогичного Центра изучения гражданских инициатив Республики Крым, делиться опытом, перенимать их опыт, несмотря на то, что наших коллег с Республики Крым, 2 года они этим занимаются, а мы уже 9 лет. Тем не менее у нас есть... что у них подсмотреть, так сказать, ну и, конечно же, что-то подсказать, какие для них предстоят сложности в реализации практики инициативного бюджетирования. Сегодня мы будем говорить про инициативное бюджетирование, вы уже как сказали. Расскажите вообще в общем нашим телезрителям, что же это такое? Ну, я расскажу, да? Давайте попробую я рассказать. Инициативное бюджетирование, если уж так совсем уж очень по-простому, это такая ситуация, когда субсидия, финансы из бюджета региона направляются на объекты социальной инфраструктуры не напрямую, скажем так, да, никогда распределяют это чиновники, как это принято, а через так называемый фильтр участия людей, местного сообщества. То есть объекты выбирают люди, местное сообщество, чиновникам, а ученым. У нас это реализуется в системе академической науки. Я, как этнодемограф, наши коллеги из института имени Фельзи Якубова, так ведь также ученые. У нас в нашей команде есть и социологи, и философы, и я вот юрист по образованию, но в душе я этнограф, поэтому я вот, у каждого уважающегося ученого башкирского есть настольной книгой, является книга Чекузеев «Происхождение башкирского народа», из которой мы, например, знаем, что вот здесь на западе Крыма проживали кипчаки, есть такое племя, барыны, карки, это все у нас в родовой номенклатуре башкир, это тоже есть. Многие, есть предания, которые записаны, вот, в том числе вот в этой указанной книге, где конкретно указано, что вот у многих родов, допустим, у Елан, у Кипчак, у Юрматы и ряд других родов, что их предки пришли из Прикубани, из Причерноморья, из Крыма. Есть такие предания, они записаны, они документированы, они показаны в книгах. И есть, вот я, насколько вот я буквально недавно мне попал мои коллеги ногайские историки, показали вот карту, там, где есть, вот, есть ногайское наследие, а самый ближайший к нам генетический родственник башкирам, как оказалось, из генетических исследований, это ногайцы. А ногайцы, понятно, для крымских татар это тоже очень-очень близкие, мягко говоря, родственники. Вот, даже есть, по-моему, раньше было, по крайней мере, село Ногай-Тама. Допустим, Тама это есть и у казахов, и Тама есть и у башкир. Тама это тамянский род. Вот, поэтому у нас очень-очень много таких поводов для встреч дополнительных, поводов для совместных работы, в том числе и в области этнографии, ну и, конечно же, в наш проект инициативного бюджетирования. Казалось бы, где инициативное бюджетирование, где этнография. Но на самом деле это на самом деле очень гораздо ближе, чем мы думаем. Поскольку, когда ученый приезжает, одно дело, приезжают ученые на собрание, да, и другое дело чиновники. Особенно, когда практику начинаешь, это очень тяжело. Надо знать менталитет народа. Да. Его знать хотя бы элементарно языковые особенности, его истории, элементарные вещи. То же самое, как у нас в Башкортостане, когда мы начинали, регион тоже у нас огромный, более 4 миллионов жителей. Одно дело, приезжаешь, скажем так, в башкирские села горные, другое дело в марийские села приезжаешь, это совершенно другой менталитет, там совсем по-другому надо даже элементарно одеваться. Другое дело в дальних районах, в пригородной зоне, это все надо учитывать. Это демографические, социальные, этнографические факторы. И поэтому ученые этим должны заниматься, что мы и делаем. Ну, в любом случае, мы хотели вам пожелать только успехов, удачи, новых побед и расширения дружеских отношений, данной практики, да, и дружеских отношений между Уфой и Крымом, как бы, да, действительно, у нас очень исторически все связано, и как бы, и
и вы, и мы, как бы, в любом случае, у нас тюркские народы, они все связаны, и в любом случае мы вам желаем хорошего дня. Будут ли у вас пожелания нашим телезрителям? Огромное спасибо за приглашение. Это просто было неожиданно. Мы как-то не планировали, что на телевидении придется сказать. Мы думали, так, вот аккуратно там поделимся опытом с нашими коллегами. И Тихомирно в Уфу есть. Да, и тут было. Тут нам и гастротур, этнотур, и прям в географии еще на телевидении пригласили. Спасибо за приглашение. Надеюсь, это наша не последняя встреча. Конечно. Ждем наших коллег в Уфе. Зимой, когда много снега. У нас столько снега нет. Да, у нас такая специфика. Будут ли у вас приветы? Конечно, я знаю, что ваш канал смотрят наши, скажем так, сородичи нагайцы из Астраханской области, Ставропольского края, с Дагестана. Мы с ними очень плотно работаем. Они смотрят ваш канал. И, конечно же, большой им салям хотелось бы передать. Мы вместе будем развивать и эти практики, и прочие практики. Я надеюсь, когда-нибудь мы в Ставропольском крае совместно какие-то мероприятия проведем в Дагестане и так далее и тому подобное. У вас какие-то пожелания? Тоже хорошего дня, конечно, телезрителям. И хотелось бы, чтобы включались в проекты инициативного бюджетирования. Знаю, нас смотрят по всему Крыму. Пожалуйста, не будьте равнодушными. Помните, что ваша инициатива может изменить жизнь вокруг вас, жизнь в Крыму. И давайте сделаем Крым вместе лучше. Это реально, это реализуемо. Да. Все, спасибо вам Спасибо большое. большое, Такой Чок девиз. Саголнус, что посетили нас, что Да. рассказали нам об таком прекрасном проекте. Думаю, что Крым дальше также будет развиваться Да. вместе с вами. Теперь у вас в любом случае кумиров и поклонников будет очень много, и проектов будет больше. В любом случае, процветания вам и хорошего дня еще раз. Спасибо. Devam etemiz vatandaşlar. Endi navbatdagi qismimiz Miracle subetimizdan so'ng va albatta sizga kenede qaytajamiz endi navbatdagi qismimizdan so'ng. Buyuringiz.